Кыргызстандын сулуусу намын жеңип алуу үчүн ондогон атаандаштын арасынан суурулуп чыгууну максат кылган сулуулар учурда жарым финалга кызуу даярданып жатышат. Алар күн сайын бийик такалар менен эл алдында подиумда кооз басууну үйрөнүп, спорттук машыгууларды аткарып, сүрөттөргө түшүп, ырдап, бийлеп айтор тыным жок. Улуттук сулуулук сынактын жарым финалына жалпы 90 кыз өткөн, алардын саны жарым финалга чейин дагы кыскарышы мүмкүн. Атаандаштардын арасынан 35 гана катышуучу финалга жолдомо алат. Буга чейин өлкөдөгү мындай сынактар чыр-чатактар менен коштолуп келген. Кыргызстандын сулуусу сынагынын уюштуруучусу Рыскүл Намазбекова бул сынак таза, акыйкат өтөт деп ишендирди. Конкурс у нас пройдет полуфинал 27 июля во Дворце спорта. Там будет участвовать более где-то 90 девочек. Оттуда, по мнению жюри, пройдут ровно 30 девушек. И еще мы, организаторы, в том числе мы сами будем, помимо 30 девушек, отбирать еще 5-6 девушек в финал. В финале будут бороться за главный приз, это автомобиль. Помимо автомобиля у нас будут другие призы, поездку экзотические страны. У нас еще намечаются денежные призы, айфоны, смартфоны. То есть это в рекламе мы ранее давали, то, что обещали, вот мы будем давать. То есть топ-10, кто топ-10 войдет, всем девушкам, то есть они получат такие замечательные призы. Вот. Насчет того, что вы спрашиваете, то, что конкурс пройдет, честно ли, я могу 100% уверенностью сказать, то, что мы уже 3-й год делаем главный приз автомобиль, и будут выбирать жюри, то есть мое, либо других хореографов, или кто тут с нами ходит, именно организаторский состав, мы как бы никакое отношение не имеем, кто выиграет и так далее. В день конкурса, то есть кто как подготовится. Также я девочкам заранее говорю, когда мы экзамен сдаем, кто как готовится. То есть если вы плохо подготовились, значит вы получаете оценку 3. Если вы хорошо получили, то есть подготовились, значит получаете оценку 4. А если прям на высшем уровне, значит победа ваша. То есть зависит это все от девушек. Там подкупа или коррупции такого вообще нету. Ал эми улуттук сулуулук сынактын катышуучулары өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн сыноо, талантын көрсөтүү максатында катышып жатышканын, сынак таза өтөт деп ишеним артаарын айтышты. Мен Талантбекова Айдана, 18 жаштамын. Бул сынакка катышуумдун себеби өзүмдүн кичинекей кезимдеги кыялымды ишке ашырыш үчүн катышып жатам. Ойлойм, конкурс таза өтөт деген ишеничтемин. Здравствуйте, меня зовут Наргиза Маматкова, мне 18 лет. И целью участия в конкурсе является, чтобы я получила опыт для начала и чтобы я нашла в себе новые возможности, может быть, какие-нибудь таланты, новые увлечения. И этот конкурс для меня сейчас является одним из важных в моей жизни проектов на данный момент. И я очень сильно верю в то, что этот конкурс справедлив, и что каждая участница получит достойное внимание. Саламатсыздарбы, мен Санатова Жазгүл, 26 жаштамын. Мен бул сынакка катышып атканын себеби биринчиден өзүмдү сынап атам, экинчиден катышып көрүүнү чечтим. Буга чейин майда конкурстарга катышып жеңүүчү болгом. Бул конкурс менин оюмча акыйкаттуу өтөт деп ишенем. Здравствуйте, меня зовут Бурул, мне 20 лет. Я сама с города Сулюкта, Баткенской области. Целью участия моего участия это повысить свою самооценку, уверенность и получить титул «Мисс Кыргызстан». Я очень рада, что я участвую, и я очень верю, что конкурс пройдет чисто. Здравствуйте, меня зовут Айбашева Айсымал, я ученица 6-й гимназии, и мне всего 17 лет. Я, получается, представляю город Бишкек, и целью прийти на этот проект было в первую очередь посмотреть на то, как я справляюсь в определенных ситуациях. И единственное, в чем я не пробовала в творческой сфере себя, был как раз-таки моделинг, и опыта у меня совершенно никакого нет. И именно поэтому я подумала, что для стартапа это будет очень даже хорошо. И я надеюсь, что в этом конкурсе я покажу себя на все 100, может быть 200. По крайней мере, я постараюсь это сделать.